15 лет в тюремных застенках лишили поэта и диссидента Арона Атабека здоровья. Через 5 дней после того, как Атабеку заменили оставшийся срок на ограничение свободы и отправили из тюрьмы в Павлодаре домой в Алматы, его увезли на скорой в больницу. От госпитализации он отказался. Из-за дыхательной недостаточности диссидента подключили к кислороду. Он не передвигается самостоятельно. Атабек говорит, что сильно ослабел в сентябре. Упал в тюрьме, потом 10 дней лежал в больнице в наручниках. Из-за детей я практически не вставал. Палатада мені көтермеді. 15 күн жаттым. Аяғымда атрофия болды. Осыған байланысты общая слабость. Общая слабость қолдарымды көтермейді, бүгілмейді. Саусақтарым не сжимается. Бұрын түрмеде тұрғанда мен өз аяғымды жүрдім. Атабека на прошлой неделе вывезли из Павлодарской больницы в аэропорт. Отправили в Алматы. О решении его не предупредили. Сам он говорит, что был против такого освобождения. Мне нужна только полная реабилитация, полное восстановление моего честного имени и полная материальная компенсация. Это сказал 2 раза. До и после приговора. У самураев японских есть такое выражение: долг самурая — сражаться честно и до конца. Именно когда ты самурай, это мой долг — сражаться до конца. Диссидент после лечения хотел бы участвовать в политической жизни страны. Он убежден, что нынешний политический режим должен кануть в лету. Шанракские события, после которых Атабек был приговорен к 18 годам тюрьмы, он считает провокацией со стороны властей. Арон Атабек отказывается от госпитализации. Врачи должны наблюдать за ним на дому. Өкпесінің 38% жаңағы пневмония дейміз ғой, қабынған, яғни неткен деп. Ауруға шалдыққан деді, жатқызбаса болмайды, жағдай күрт нашарлай береді, түнде айырылып қаласыңдар деді. Арекең, Мұратбек мені алып кетті, мен бұл жерде қалмай, мыналар мені өлтіреді. Жаңа қастандық жасауы мүмкін дейді. Сторонник Атабека считает, что диссидент опасается не медиков, а сотрудников силовых органов и спецслужб, которые могут вести слежку за бывшим политзаключенным. Атабека выпустили из-под стражи 1 октября. В тот же день он прибыл в Алматы. Встретить его в аэропорту хотели десятки человек, но диссидента прямо с трапа увезли домой к его сестре.